Что касается их объявить галгаями, то термин галгай, он считается, термин глегут, который считается галгай, он появляется в грузинских источниках в 17 веке, в русских источниках в 16 веке в виде калкан. Но калкан – это тюркское слово, щитоносец, от калка – щит. Ныне покойный чеченский историк Хасан Бакаев в одном из своих выступлений, проявляя в очередной раз акт дилетантства и невежества, отвергнул достоверную версию первых обозначений ингушей в русских письменных источниках периода позднего Средневековья в виде калканцы и привел ошибочную интерпретацию, якобы это означает щитоносцев и никакого отношения к ингушам не имеет. На деле же слово «калканцы» — это одно из первых наименований ингушей в русских документах XVI века. Лишь искажение этнонима Галгай на старорусский манер, поскольку в то время в отношении народа Галгай еще не применялся экзоним ингуши, этот народ был известен в то время под своим самоназванием. Это заключение единогласно подтверждается признанными историками-кавказоведами. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. Издано Академией наук СССР. Москва, 1973 год. На странице 154. Более реальной представляется связь самоназвания ингушей Галгай с термином «калкан», известных в русских источниках XVI-XVII веков. Эта гипотеза, впервые высказанная Генко, находит подтверждение в документальных материалах позднего Средневековья. Действительно, местоположение горных людей калканских в горах за Ларсом – некоторое созвучие слов «калкан». Калкай с Галгай, а также другие косвенные данные во многом подтверждают это предположение. Впервые имя калканцы упоминается в XVI веке в статейном списке посольства князя Семена Звенигородского и дьяка Торха, направленного царем Алексеем Михайловичем в 1590 году в Грузию. Путь этого посольства в Кахетию, как и большинства других, проходил через Дарьяльское ущелье. На обратном пути, пройдя Сонскую землю, посольство, шедшее по Дарьяльскому ущелью без провожатых, подверглось нападению горцев. А в горах Мая в 27-й день приходили на послов на князь Семена, да на дьяка Торха, горные люди-калканцы, и послы, поворотясь, тех калканцев побили и стрельца у них отняли. Впоследствии калканцев называют многие русские документы XVII века. К 1603 году относится один, менее известный документ, также упоминающий калканцев. Это челобитное царю Борису Федоровичу терского жильца Ивана Марышкина, который был отправлен терскими воеводами с грамотами к грузинскому царю Александру. Его путь в Кахетию лежал через Шевкальскую землю. Пробыв в Грузии 26 недель, Иван Марышкин к весне пешком двинулся к теркам через Дарьяльское ущелье, где по дороге. В горах был ограблен калканскими людьми. Горские люди, калканцы, упоминаются в статейном списке посольства в Грузию Михаила Татищева и дьяка Андрея Иванова в 1605 году, в котором также описывается нападение калканцев на посольство, и обстоятельства и место нападения совпадают примерно со сведениями статейного списка 1590 года. Посольство двигалось по Дарьяльскому ущелью в направлении Сонской земли и, пройдя Ларсов кабак на первой стоянке, ночью подверглось нападению горских людей, калканцев с пищалями.